на Волге, которые связаны были с Алексеем Максимовичем. Как я уже сказала, Нижний, где он родился, далее Казань, 1884 год, когда он сюда приезжает с мечтой учиться в Императорском Казанском университете, как мы знаем, он поступает туда, и здесь начинается и трудовая его деятельность, он работает в том числе на казанских и на волжских пристанях грузчиком. Вот. Далее, в 1888 году, в конце лета, он уезжает из Красновидова, это тоже село Камско-Устинского района ныне, в то время Казанской губернии, и как раз оно на Волге располагается. И по Волге же пешка, в будущем Горький, переезжает в Астрахань из Красновидова. Далее будет Царицын, нынешний Волгоград, и будет Самара, безусловно, 1895 год, тоже город на Волге, где Горький будет работать журналистом, филитонистом в Самарской газете. Ну и, собственно, до 1906 года, когда он едет в Америку, а потом на длительный период в Италию, он постоянно курсирует между Нижним Новгородом и различными городами. И вот второй большой приезд Горького уже в СССР состоится в 1928 году с посещением волжских городов. 28 год – это год 60-летия Алексея Максимовича, и тогда очень помпезно, торжественно его встречают, организуются различные мероприятия, и в том числе советское правительство организует Горькому поездку по стране Советов. И он посещает места, которые были связаны с этапами его биографии, с этапами его жизни. Это Нижний, Саратов, Самара, Ярославль, Астрахань, ну и, конечно, будет Казань. В том числе Горький, я хочу заметить, путешествует и по Волге. 2 августа 1928 года он выезжает на теплоходе «Урицкий» из Самары в Казань, здесь прибывает 3-4 августа, и 5 выезжает в Нижний Новгород, уже на другом пароходе «Плес». Вот.